пришла беда. Отворяй ворота, пока весь Facebook обсуждает возможное повышение КПН и НДС, которое может состоиться, а может нет. Ну и вообще, как сказал Олжас Худобергенов, может все не так. На казахстанский бизнес и граждан надвигается новое административное бедствие. Всегда надо понимать, что администрирование не менее важно, чем налогообложение, потому что оно может создавать проблемы не меньше и требует оплаты. Все помнят, как Минсельхоз создал проблемы для фермеров в Туркестанской области, то вводя запрет на вывоз капусты, потом квоты, потом проблемы с выдачей фитосертификатов. Точно так же любой бизнес можно убить или разорить, вводя новую отчетность, разрешение или еще что-нибудь такое. Я уже говорил в паре интервью и в статьях, что одной из очень проблемных вещей для казахстанского бизнеса, причем как для производства, так и для торговли, будет система сопроводительных накладных на товары. Что это такое? 1. Есть программа Министерства финансов «Виртуальный склад 2». В ней надо отмечать при импорте, реализации и перемещении вплоть до конечного потребителя каждую единицу товара. Вот сколько бутылок сока продали, вот столько и отмечай. Мне не сильно понятно, зачем это. Потому что отслеживать продажи призваны контрольно-кассовые машины с онлайн-модулем, которые шлют данные в налоговую в режиме реального времени. Для борьбы с контрафактом и контрабандой внедряются системы маркировки, отдельно алкоголь и сигареты учитываются с помощью акцизных марок. Для понимания потоков товаров есть электронный счет фактуры, то есть система явно избыточна. При этом она еще и не работает. Виртуальный склад еще не запущен, а при этом бизнес должен внести все остатки товаров в него до 1 октября 2020 года. Я уже не говорю, что проблемы самой системы вроде того, что все данные должны быть внесены день в день, как это сделать в местах, где нет интернета, как это делать фермерам, когда они отгружают капусту с поля на склад. У меня большие сомнения вообще в необходимости сейчас такой системы. К чему приведет ее, пусть даже успешное внедрение? К тому, что всему бизнесу придется нанимать отдельных людей, чтобы вбивать данные, давать им рабочее место, интернет и так далее. То есть это лишние расходы, которые бизнес не будет возмещать из своей прибыли. Он их заложит в себестоимость, и цены еще больше вырастут. Нельзя сейчас Министерству финансов вводить такую систему, которая мало того, что дублирует другие, но и приведет к нагрузкам на бизнес и вздуванию цен, а значит и ухудшению уровня жизни граждан. Вы это реально хотите сделать перед выборами? Советую политическим партиям заострить на этом свое внимание, и в первую очередь партии Нуротан.